Сейчас с нами на прямой связи из Москвы находится наш специальный корреспондент Максим Кардозо. Добрый день, Максим. Как погода в столице, какое настроение у жителей и болельщиков? Приветствую вас, Андрей. В Москве замечательная погода. Вышло солнце, плюс 23. И это замечательные условия для футбола и для праздника. Ну а праздник начался в минувший четверг. Напомню, что право принимать чемпионат мира по футболу Россия получила в 2010 году. И за 7 лет была проведена колоссальная работа. В 11 городах-хозяевах возвели или реконструировали ультрасовременные арены, аналогов которым нет в мире. Также реконструировали и Лужники, главную арену нашей страны, где прошла церемония открытия. Кстати, как отмечают иностранные журналисты, я подчеркну иностранные, наша церемония открытия прошла намного зажигательнее и ярче, чем бразильская 4 года назад. Ну а Москва принимает гостей намного радушнее, чем Йоханнесбург в 2010-м. Тогда Мундиаль прошел в ЮАР. Церемонию открытия и весь чемпионат, конечно же, открыл наш президент Владимир Путин. Давайте послушаем, что же он сказал. Дорогие друзья, приветствую всех гостей легендарного московского стадиона «Лужники». Всех, кто собрался в многочисленных фан-зонах чемпионата мира ФИФА, кто видит нас на телеэкранах или в интернете. Поздравляю вас, всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты. Мы ответственно готовились провести у себя в гостях это грандиозное мероприятие. И сделали все для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола. Желаю всем командам успеха, а болельщикам незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию! Ну, про матч открытия, наверное, много говорить не стоит. 5-0. Это была фантастика. Я был в Лужниках и просто грандиозно стадион ликовал. Стоит отметить, наверное, дубль Черышева и, конечно же, Головина. Кстати, этого игрока уже называют настоящей звездой матча открытия. И говорят, что к нему присматриваются менеджеры из Ювентуса и Реал Мадрида. Так что можно говорить, что открытие удалось на 100%. Что же о празднике? В Москве настоящий карнавал. Такого количества иностранных туристов, болельщиков со всего мира, наверное, наша столица не видела с 1980 года, когда Москва принимала летние Олимпийские игры. Это просто потрясающе. Официальная фан-зона находится у главного здания МГУ на Воробьевых горах, но болельщикам этого оказалось мало, и они организовали стихийную фан-зону здесь за моей спиной. Я не знаю, вы слышите или нет, там ликуют и сходят с ума сейчас мексиканцы. Ну а на Никольской улице настоящий праздник и днем, и ночью. Там веселятся абсолютно все, просто какая-то потрясающая, невероятная атмосфера. Вообще организаторы планируют, что в нашу страну приедет около 1 миллиона туристов. Продано 2,5 миллиона билетов на матчи. Они еще есть в продаже. Ну а вообще телетрансляции из России должны посмотреть около 3 миллиардов людей. Это просто какие-то невероятные цифры, друзья. Ну а нам остается болеть за нашу сборную, которая играет 19 июня в Петербурге с египтянами. Будем болеть. Андрей? Максим, спасибо. На прямой связи с нами из Москвы был наш специальный корреспондент Максим.